эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Каролинкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Пилотная программа Федеральной службы госстатистики будет реализована в Якутии. Программа будет подразумевать перевод исследований учета рабочей силы в электронном виде. В Якутии, несмотря на напряженную ситуацию с топливом, паромное сообщение на реке Лени работает в штатном режиме. Паромы продолжают ходить каждые 30 минут. В Якутске продолжаются дорожные работы по нацпроекту. Узнаем, какие два ключевых проекта обновляются. Осталось всего 7 дней до завершения приема документов по результатам вступительных испытаний в Арктическом государственном университете искусств, культуры и креативных индустрий. Узнаем, куда можно поступить. В Якутский день семьи, любви и верности отметили масштабно праздничные программы для жителей и гостей столицы, подготовили концерты и мастер-классы. Пилотная программа Федеральной службы госстатистики будет реализована в Якутии. Наш регион стал вторым после Москвы субъектом России по внедрению нового механизма Росстата. Вопрос обсудили на минувшей встрече главы с представителями органов власти и заместителем руководителя службы Сергеем Окладниковым. Программа подразумевает перевод исследований учета рабочей силы в электронный вид. В случае успешной реализации проекта в Якутии его масштабируют и внедрят в систему госуслуг. О результатах, по словам главы, специалисты начнут говорить лишь к концу следующего года. Следующие пилоты – это информационная удовлетворенность. Клиентоцентричность сейчас один из приоритетных вопросов в отношении всех федеральных органов власти, которые работают с региональными органами власти, со статистикой. И нам важно, чтобы субъекты понимали, как работает статистика, а мы, в свою очередь, понимали, как работает субъект. И, значит, здесь важна двухстороннее взаимодействие. Правительство Якутии продолжает работу в части установки и передачи показаний с счетчиков приборов учета. По данному вопросу было проведено 30 совещаний. На сегодняшний день подведомственные организации министерств затягивают передачу показаний. Так, у Министерства культуры из 36 учреждений работы по заполнению документов выполнили 22 организации. На особом контроле у правительства региона находится вопрос по перерасходу нормативов потребления коммунальных услуг. Первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников поручил усилить работу по данному направлению. В Якутии, несмотря на напряженную ситуацию с топливом, паромное сообщение на реке Лени работает в штатном режиме. Руководитель парома Якутии Николай Ефимов сообщил, что угрозы прекращения рейсов нет. Поставка 50 тонн топлива от компании «Туймада нефть» обеспечит запас на 2 недели. Паромы продолжают ходить каждые 30 минут с 5:30 утра до полуночи. Несмотря на двукратный рост закупочных цен на горючее, повышать тарифы для населения пока не планируется. В Якутске продолжаются дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. О ходе работ на двух ключевых объектах подробнее в сюжете далее. На Сергеляхском шоссе от 5 до 8 километра подрядная организация завершила работу устройства верхнего слоя покрытия и устранила недостатки прошлого года. Сейчас ведутся работы по озеленению, устройству тротуаров, установке знаков и разметке. На объекте задействовано около 15 рабочих. Завершить ремонтные работы планируют до конца сентября этого года. Сегодня делаем засыпку зеленой зоны черноземом. Это получается между дорогой и тротуаром, чтобы трава росла. На сегодняшний день сделали фрезерование и второй слой асфальта положили полностью. В дальнейшем планируется замена тротуара. Параллельно на улице Дежнева тоже активно идут ремонтные работы. Здесь по проекту предусмотрена четырехполосная дорога с тротуарами. На данный момент замена грунтов выполнена на 50%. Одновременно ведется укладка асфальта и вынос инженерных сетей. Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие по контракту 7 лет, а на тротуарные бордюры 4 года. А также стоит отметить, что участок от Крупской до Филармонии будет перекрыт до 26 июля. Работаем в стесненных условиях. В данное время ведутся работы по замене грунта, фрезерование, ресайклером убираем асфальт старый. И все, что под дорогой лежит, надо новую проложить.
Работы на объектах продолжаются. Всего в Якутске приведут в порядок 8 участков общей протяженностью 7 километров. Подрядчики обещают завершить все в установленные сроки. Елизавета Михайлова, Иван Сорокоумов, Якутск. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному оснащению и обеспечению участников специальной военной операции. На опорных пунктах военнослужащим передают технику и оборудование, а также поставляют запасные части по заявкам воинских подразделений. В частности, ведется обеспечение комплектующими для снегоболотоходов местного производства, а в ближайших планах поставка запчастей для якутских электромотоциклов. На прошлой неделе, 26 июня, из Нижнего Бестяха отправился большой груз с 8 единицами техники, гуманитарным грузом и адресными посылками общим весом около 2 тонн. По пути следования машина также приняла дополнительную гуманитарную помощь из Алдана и Нерингри. Продолжаем работу по сбору и доставке гуманитарных грузов, транспорта, техники, оборудования от предприятий и организаций, а также жителей республики для передачи нашим бойцам. В целом, с начала 2026 года выполнено более 35 рейсов, перевезено около 100 единиц транспортных средств, а также более 170 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Всего 7 дней до завершения приема документов по результатам вступительных испытаний в Арктическом государственном университете искусств, культуры и креативных индустрий. В этом году у абитуриентов есть возможность выбрать одну из 27 образовательных программ. Подробнее об этом расскажет Арина Сотникова. В прошлом году заведение получило статус первого и единственного университета креативных индустрий на всем Дальнем Востоке. В связи с этим изменилась и стратегия подготовки кадров. С первого года учебы студенты вовлекаются в реальные проекты, участвуют в выставках и конкурсах. Такой подход позволяет выпускникам выходить на рынок труда готовыми, востребованными специалистами. Появляются у студентов такие проекты, связанные с разработкой дизайн-кодов территорий, с мастер-планированием городов-поселений. Мы гордимся программой мастер-управления в креативных индустриях совместно с Высшей школой инновационного менеджмента. Сегодня более 100 выпускников АГУИКи уже реализуют предпринимательские свои творческие проекты на территориях наших муниципалитетов. В университете классические художественные дисциплины соседствуют с цифровыми технологиями. Абитуриенты могут выбрать программы от музеологии и библиотечного дела до геймдизайна и искусственного интеллекта. Каждое направление разработано с учетом запросов индустрии, и их количество с каждым годом увеличивается. В этом году открылся набор на медиакоммуникации. Выпускник медиакоммуникации – это медиаменеджер, современный руководитель пресс-центра, пресс-службы, который будет способен работать в любой организации абсолютно и руководить направлением информационной политики. География вуза охватывает не только российские регионы, но и зарубежье – Китай, Монголия, Кыргызстан и даже страны Африки. Такая среда дает возможность обмениваться культурным опытом и формировать глобальное мышление. Для развития потенциала каждого студента реализуются различные проекты. Среди них российско-китайский оркестр. Мы создали российско-китайский народный оркестр. Он единственный в мире и уникальный, в составе которого русские инструменты, народные инструменты, китайские народные инструменты и якутские народные инструменты. В Харбине мы сыграли 2 гала-концерта и в городе Якутске. Впереди у абитуриентов творческие испытания и вступительные экзамены. Но главное, что предлагает университет, это не просто диплом, а возможность стать частью динамичной креативной среды, где каждый может реализовать себя в любом направлении. Арина Сотникова, Тюмен Наговицын, Якутск. Якутянин Андрей Павлов стал полуфиналистом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Первый замруководителя службы госзаказчика вошел в число 300 лучших участников крупнейшего федерального проекта. Вероника Таюрская пообщалась с полуфиналистом. Вся жизнь Андрея Павлова связана со строительством. Свою трудовую деятельность он начинал с проектировщика. С тех пор многое изменилось. Ныне Андрей Павлов – первый заместитель руководителя службы госзаказчика. Под его руководством реализуются масштабные проекты Якутии в области здравоохранения, образования, культуры и других важных сфер экономики.
имеющую стратегическое значение для социально-экономического развития региона. Основное массовое строительство у нас идет монолитно-каркасное здание, да, с применением свайного фундамента. В связи с тем, что у нас вечно мерзлые грунты, и мы должны обеспечить первый принцип проектирования – это сохранение грунтов в мерзлом состоянии во время строительства и во время эксплуатации. Да, то есть мы активно его используем, но при этом бывает, да, в части того, что у нас несущая способность обеспечить за счет именно температуры грунтов, и мы там вносим определенные механизмы, если мы это видим, да, то есть это предварительное замораживание грунтов и другие разгружающие мероприятия. Неудивительно, что такой большой опыт помог войти Андрею Павлову в число 300 лучших управленцев России в области строительства. Он смог обойти 48 тысяч человек из 81 региона страны. Первые эмоции, честно сказать, это было немного мое удивление, да, в части того, что в конкурсе участвуют со всех регионов нашей необъятной страны. То есть, если говорить по статистике, это больше 48 тысяч участников, и 81 регион принимал участие. Ну и я, конечно, был нацелен попасть в полуфинал, и те задания, которые они мне дали, их было много, так скажем, да, и я очень старался и добился, так скажем, результатов, что обеспечил мне выход в полуфиналистов этого конкурса. Управленец с большим стажем признается, что представлять свою родную республику на всероссийском уровне – это большая честь. Он является не просто символом своей службы, а представителем всего строительного комплекса крупнейшего региона страны. Главный секрет наших якутских строителей – это, во-первых, на мой взгляд, это северный характер. То есть у нас очень короткий строительный сезон, мы должны максимально успеть за это время реализовывать свои проекты. Также ни для кого не секрет, что наша территория очень большая, да, то есть там и арктические зоны как бы есть, и трудности при логистике, при доставке, при самом, так скажем, строительстве зданий, конечно, это требует определенный наш северный характер, плюс большой опыт, ну и, соответственно, патриотизм и профессионализм. Сегодня строительный комплекс Якутии – это слаженная команда, где важен каждый человек. Именно они реализуют национальные проекты, позволяющие сделать нашу жизнь проще и лучше. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В Якутске День семьи, любви и верности отметили масштабные праздничные программы для жителей и гостей столицы. Подготовили концерты, мастер-классы, семейные акции и особые церемонии. О том, как прошел этот день, расскажет моя коллега Лилия Бурцева. Главной площадкой торжеств стала площадь Республики. Здесь чествовали супружеские пары, которые сумели сохранить любовь и верность на протяжении более полувека. А также наградили победителей республиканского конкурса «Семья». Особое внимание в этот день уделили тем, для кого крепкая семья стала настоящей жизненной ценностью. Сегодня вопросы демографии, поддержки семей, многодетных особенно семей – это основное направление развития нашей республики. Хочу отметить, что за последние 5 лет количество многодетных семей увеличилось на 15%. Этому, безусловно, способствует широкий спектр мер поддержки, которые у нас действуют в республике. Праздник объединил не только семьи с большим жизненным опытом, но и тех, кто только начинает совместный путь. Впервые в Якутске состоялся необычный парад молодоженов на электросамокатах. 5 пар в свадебных нарядах проехали по площади Республики и центральным улицам города, превратив привычную прогулку в яркое праздничное шествие. Мы знаем, что молодые люди, они очень любят наш город. Поэтому мы предложили сегодня молодым парам приехать и повторить этот шанс зайти на площадь, где регистрируют брак, но уже приехав на самокатах. И я думаю, что проехать по всему городу, еще раз почувствовать, что впереди есть тот, за кем ты идешь всегда, а это всегда роль женщины в семье. Наверное, это очень такое великое дело. И сегодня ребята с этим справились. Это здорово. В этом году здание ЗАГС ждет капитальный ремонт. На время работ церемонии регистрации будут проводить не только в малом зале, но и на открытых площадках, в городском парке и на площади Республики. Такой формат уже вызвал большой интерес. Только на июль и август подано более 30 заявлений. А в День семьи, любви и верности именно здесь появились еще 2 новые семьи. Этот прекрасный день, мы стали мужем и женой. Это для нас очень большой момент.
прекрасный день. Регистрация на природе – это, конечно, само по себе вообще шикарно. Особенно, когда мы живем в такой республике с такой красивой природой, отмечать. Вот у нас, кстати, свадьба, она тоже будет проходить на природе. И вот то, что регистрация тоже прошла на природе, это тоже очень классно. Праздник еще раз напомнил. Семья начинается с любви, взаимной поддержки и желания идти по жизни вместе. И пока одни супруги принимают поздравления за десятилетие совместной жизни, другие только делают свои первые шаги навстречу общему будущему. Именно в этом преемственность поколений и главная ценность Дня семьи, любви и верности. Лилия Бурцева, Диана Антонова, Артем Наговицын, Илья Сармятников, Якутск. В селе Южная Нюя Ленского района семья Ирины Ивановой стала примером настоящей преданности и крепости семейных уз. В 2019 году Ирина Геннадьевна и ее супруг взяли под опеку 4 внуков, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на то, что собственные дети Ивановых уже выросли, супруги вновь обрели статус многодетных. Подробности жизни семьи далее. Немножко мы не успели, надо было скосить, порядок навести. Ирина Геннадьевна – активная, энергичная женщина-мама. Она успевает заниматься воспитанием детей, большим хозяйством и домом. Живет семья Ивановых в селе Южная Нюя. У Ирины с супругом 5 своих детей. Все они выросли и покинули родительский дом. Судьба повернулась так, что сегодня Ивановы снова воспитывают 4 детей, но уже приемных. Опеку над внуками женщина взяла в 2019 году, когда случилось несчастье. Мама детей умерла, а отца, брата Ирины Геннадьевны, лишили родительских прав. Старшей девочке, она взрослая уже, она самая старшая. У них еще есть один брат, он на СВО. Вот, работает в Петербурге, однако он. А эти со мной живут уже 7-й год. Сколько деткам? Ну, младший будет вот 4-го 12, той 13, ну, они погодки. Вот. Ларисе 20 будет, ну, она не осознает этот возраст. У Ларисы ОВЗ, передвигается девочка с трудом, проживает с опекунами в деревне. Брату 17 лет, он учится в Ленском технологическом техникуме и живет в городе. Средняя и младшая приемные дочери учатся в школе. Живет семья в большом доме, занимается сельским хозяйством. Ивановы держат 3 коровы и 6 телят, производят молочную продукцию, реализуют ее сельчанам и возят заказы в город. Помимо крупнорогатого скота содержат свиней, гусей, кур. Выращивают картофель на 2 участках земли, в огромной теплице овощи. Я вот овощеводством занимаюсь. Зимой, когда сейчас я все, конечно, бросаю, и выпечку, и все. Ну, естественно, дома застряпаешь. А так занимаюсь овощеводством. Муж у меня строго занимается животноводством. Это его. Как встаешь, теплица, живем деревенской жизнью, как говорится. Садим картошку, полем. Поэтому в семье всегда достаток. Молоко, сметана, творог, яйца, мясо, все виды овощей. Берем каждый год, мы забиваем полный холодильник. На зиму у нас мы обеспечены сами. Помогают с хозяйством Ивановым дети. Их, рассказывает Ирина Геннадьевна, никто не принуждает. Они сами, понимая свою обязанность участвовать в жизнедеятельности большой семьи, предлагают помощь. Помогаю бабушке с рассадой, поливаю, полою, сажу, подкармливала капусту, тыкву. А еще Ирина Геннадьевна занимается мыловарением, изготавливает светильники ручной работы и печет шикарные торты на заказ. Пеку я все, могу сделать любой десерт. Я вот даже сейчас не занимаюсь, да? И у меня внутри уже есть желание такое, думаешь, но пока жарко, потому что не это. Крем поплывет и все. За час общения с этой замечательной семьей нельзя было не заметить, что в глазах детей горит жизнь. Этим ребятам повезло. Они попали в хорошую семью, где им уютно, и живут они в достатке. У них есть хорошее будущее. С такими родителями они просто обязаны стать самостоятельными людьми. Хотелось бы призвать, наверное, больше жителей Ленского района не бояться брать ответственность, не бояться быть опекунской семьей, не бояться дать возможность одной маленькой душе приобрести семью и хорошее будущее. А для этого у нас в районе существует большой спектр поддержки. В заключение хотелось бы добавить, что воспитание сироты – подвиг. Не всегда люди, взявшие на себя такую ношу, справляются с ней. Те, кто не опускает руки и не отказывается от приемного ребенка, достойны уважения. Светлана Болеева, Ленск.
В Якутске в День семьи, любви и верности состоялась торжественная выписка новорожденных. В этот праздничный день домой отправились 8 малышей, ровно 4 мальчика и 4 девочки. Примечательно, что показатели рождаемости в регионе стабильно растут. С начала года в республике родилось на 66 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Счастливых родителей поздравили представители профильных министерств здравоохранения и социального развития региона. Прямо во время выписки семьям вручили первые документы младенцев, сертификаты целевого капитала десятилетия и специальные наборы для ухода за новорожденными. Двойной праздник для этих семей будет ознаменован тем, что они как раз выписались сегодня в День семьи, любви и верности, и торжественная выписка новорожденных домой. Значит, мы каждой семье желаем мира, понимания, заботы друг о друге. Пусть малыши растут в любви и заботе. Министерство здравоохранения комплекты подарили для детей. Значит, Министерство труда и социального развития вручили сертификаты по мерам государственной поддержки семей с детьми. Торжественная выписка состоялась и в Алданском роддоме. Крепкого здоровья маленькому Тимофею и его маме пожелали сотрудники Алданской ЦРБ, специалисты администрации района и представители Министерства здравоохранения Якутии. К поздравлениям присоединились и наши коллеги. Сегодня в семье Бородиных день особенный. Совсем скоро домой отправится маленький Тимофей. И встречать из роддома кроху с мамой прибыла вся семья. Несмотря на переполняющую радость, взрослые слегка взволнованы и растеряны. Внук у нас. Имя выбрали внуку? Тимоша. Тимофей Александрович Бородин. В семье Юлии и Александра Тимофей стал первенцем, а вот для дедушки и бабушки он уже 5-й внук. Малыша и его близких поздравил коллектив акушерского отделения, руководство Алданской ЦРБ, сотрудники администрации района и представители Министерства здравоохранения Якутии. Главный специалист по акушерству и гинекологии ведомства Лилия Анкушева вкратце рассказала молодым родителям о мерах поддержки, на которые может рассчитывать семья. Министерство здравоохранения реализуют такие мероприятия, как нацпроект «Семья», в рамках которых у нас идет переоснащение именно перинатальных центров, создание женских консультаций, и в рамках этих мероприятий у нас идет трансформация работы, направленной на женщин репродуктивного возраста, именно с формированием положительных репродуктивных установок. Покидая роддом, Тимофей получил свои первые подарки. Пришедшие поздравить семью Бородиных с пополнением гости пожелали малышу расти здоровым и веселым, а родителям посоветовали не затягивать и поскорее собираться в роддом снова. И не один раз. Татьяна Вахнина, Алдан. Также в рамках празднования Дня семьи в Нерюнгринском районе прошли мероприятия, которые призваны напомнить родителям и, главное, детям о ценности теплых семейных отношений. На одном из таких мероприятий побывала наша съемочная группа. Счастливое детство, счастливая семья. Именно под таким девизом в летнем лагере школы номер 18 города Нерюнгри прошло мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности. На самом деле Национальный центр помощи, основная его деятельность направлена на сохранение детства. То есть помощь детям – это не только которые потерялись и пострадались, но и те, которые живут. Что эта семья – это основное ее место, где он может найти безопасность. Ему не надо искать безопасности где-то в магазине, когда у него есть мама и папа, правильно же? И поэтому мы укрепляем именно традиционные семейные ценности, заложенные в основу нашего государства. Представители поисковых отрядов и студенческого корпуса спасателей подготовили ребятам обширную соревновательную программу на свежем воздухе. Спортивные игры и конкурсы, интеллектуальные задания и многое другое. Также к проведению мероприятия присоединились волонтеры движения «Наш двор». День любви и верности мы проводим каждый год с разными организациями, поддерживаем вообще этот традиционный, очень светлый праздник для всех нас, для того, чтобы дети тоже знали и ценили семью. С Центром помощи сотрудничаем очень давно.
И когда Олег Борисович попросил помочь, мы, естественно, с радостью согласились. И для ребят это такое приятное и важное подспорье для того, чтобы продемонстрировать свои навыки, способности организации. Ребята с удовольствием пробовали свои силы в прохождении полосы препятствий, испытали на себе спасательное снаряжение, искали клад и весело провели время. Мне нравится, что вот сейчас мы проходили вот это, я как будто летала, и впечатления такие хорошие. У меня глаза были вот такие огромные просто. Это что? Я думала, там много очень мероприятий будет. Мне не понравится или что-то там еще, но мне все понравилось. Сегодня здорово. То есть очень весело. То есть нам сделали специально. Это очень круто и весело. Мне понравилось больше всего, как мы находили клад. Волонтеры Якутского республиканского мониторингового центра регулярно проводят досугово-познавательные мероприятия для детей, направленные на профилактику безопасного поведения, популяризацию семейных ценностей и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Таким мы увидели этот день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.